Сейчас мы находимся в замковом комплексе Эрзи, где располагается родовая башня Тейпа-Курхой. История этой башни древняя и самобытная, поскольку строительство этой башни датируется еще 8 веком нашей эры. Для того, чтобы получше узнать историю своих предков и не потерять родственные связи, сюда приехали все фамилии, которые так или иначе относят себя к Тейпу-Курхой. Среди величественных гор Кавказского хребта, откуда лучи солнца покрывают всю горную часть Ингушетии, раскинулся замковый комплекс Эрзи, крупнейший башенный бастион на правом берегу реки Арымхи. Именно здесь собрались сотни представителей Тейпа-Карахой, чтобы прикоснуться к истокам, вспомнить былое прошлое своих предков, а также пробудить слегка угасшие за давностью времен родственные связи. В Всевышнем Коране, что я создал вас фамилиями, родами, не для того, чтобы вы гордились этим, гордость проявляли, а чтобы вы познали друг друга, чтобы вы из вас, которые не на правильном пути, кто идет, поправлял, чтобы вы знали друг друга по своим тейпам, тухумам, чтобы знали. Вот цель вот эта, чтобы собрались здесь, чтобы молодежь узнала друг друга, чтобы, посмотрев вот эти башни, вот их быт, их жизнь, как они жили, каким трудностям трудно вот им было жить, и они преодолевали вот эти трудности, жили в братстве, помогали друг другу, переносили все тяготы. Село Тейп-Карахой объединяет несколько десятков фамилий. Многие из них впервые приехали в горную Ингушетию, и потому пейзаж, который предстал перед их взором, оставил неизгладимое впечатление. Я, впервые здесь нахожусь. И очень рад, благодарен нашим старейшинам, которые смогли нам организовать эту встречу, чтобы узнать родственников поближе. Вот, многие ребята, которые впервые здесь были, которые жили за пределы республики, они очень удивлены, что настолько много родственников. И на данный момент мы должны, как я думаю, приумножать наши традиции, заниматься духовно-нравственным воспитанием молодежи. То есть эта повестка дня была включена Советом старейшин нашего рода. И возрождение башенного комплекса. Идея общего сбора принадлежит старейшинам рода. Именно они решили собрать в одном месте всех людей, которые в той или иной степени причисляют себя к этому братству. Bartı bolş, dağı bakış, yığı kuluk dolş, gırlı yolş, yol yudur tani yolş. Hatta oğlan yanış deyip var, yişi qastad vatış. Qira harbi yaşlıyor ona, sınyan vuş vuha olş. Место для сбора всех представителей Тейпа было выбрано не случайно. Замковый комплекс Эрзи считается колыбелью Яндиевых, Зауровых, Евкуровых, Мамиловых и еще десятка ингушских фамилий, представители которых в прошлом славились как храбрые воины и талантливые зодчие, искусные кузнецы, ювелиры и оружейники. Здесь же располагается и боевая башня рода Карахой. دال قصدم بیاب هم بیاب اش بینی قیه نگه خود نده قیل و همون دل محمد ایدی دخ دل ملاتس بینی قیه گیری نیقن عقبش بیخارش تگ نیقن وی وزیل ورش متیکش تن بیخه تن دیه هونه سسکلیه تن توسسل دیه ويدي بيها طبعا غلق دورش تسعة غلق يتش ديك مو خرج دي دوخش فود مالت وارش داخل فاشي قرلو يولش ويديخش ازدخ بينها. Замковый комплекс Эрзи, приютивший многие ингушские фамилии, имеет древнюю и самобытную историю. Построенный в 16 веке, он включает в себя 8 боевых, 2 полубоевые, 47 жилых башен и различные пристройки к ним, протяженную каменную оборонительную стену с широкими воротами позднего средневековья. С поселком связаны многие содержательные историко-фольклорные сюжеты, а его отдельные строения анализируются специалистами с конца 19 века. По преданию, Эрзи основал родоначальник Тейпа Заурова,
Курхоевых Зор. Когда он с семьей спустился со своего родового замка Кирбит, то на месте будущего поселения увидел гнездо орла. Это было принято считать хорошим знаком, и поэтому селение было названо Эрзи, в переводе с ингушского «орел». Сегодня замковый комплекс Эрзи – место паломничества туристов и простых жителей республики, которые периодически посещают свои родовые башни, живое свидетельство стойкости духа ингушского этноса. Если рассуждать, то это, во-первых, узнаем многих, которые, фактически они нашего типа, но мы до сих пор их не знали, соответственно, узнаю новых людей. С другой стороны, осознавать себя частицей, фактически, какого-то там тейпа, фамилии, это, конечно, польза. С другой стороны, если также рассуждать, то осознавать тейп в составе большой такой ингушской семьи. У каждого есть свои башни, соответственно, себя осознаешь частицей своего народа. Духовное совершенствование и ратное служение Отечеству – главные жизненные ориентиры, которые через поколения до наших дней пронесли в себе представители этого клана. Хотелось, конечно, и раньше сюда приехать, но, кажется, не получалось. И я очень рад, что я сюда приехал, что мне предоставилась такая возможность сюда приехать, узнать своих родственников, которые мы в тейпу, особенно молодежь. И особенно обрадовал то, что сейчас здесь был старик нашей фамилии, который подробно рассказал нашу историю. Вот, это тоже как бы радует. Историю должен каждый знать. Вот мы его спрашивали вопросы, откуда у нас вообще произошла наша история. Мы вот здесь как бы все собрались, как бы друг друга здесь более сплоченно узнали. Построенная многие столетия назад предками сегодняшних потомков Карахоевых, Эсмурзиевых, Мурыжевых, Танкиевых и других фамилий, родовая башня по сей день продолжает возвышаться недалеко от сакральной ингушской горы Мятлам, что означает «столовая гора». Башни, когда ты на них смотришь, это как бы вот сейчас мы знаем, что 21 век, как бы век технологий, и даже не представляешь, как это вот эти такие высокие башни, люди таскали камни, как они это делали все. Это вообще, если так сказать, шокирует просто. У меня останется след, как говорится, о своем роде. Я буду теперь знать и в дальнейшем. События, собравшие в едином порыве несколько сотен людей, не обошел вниманием и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. В частном домовладении столетнего Хусена Эсмурзиева в сельском поселении Альгетти, где был накрыт большой стол для гостей, глава региона поблагодарил организаторов схода и отметил, что подобные встречи способствуют консолидации не только отдельно взятых фамилий, но и в целом служат укреплению единства всего ингушского народа. No, this will be the time. Hano, yes. When Lakacha, Lamacha, Hinda, Hadjar to him. Over Haka, the Gobus, Crazy, Niskola, Cover, like all more what you Haka, Sposoner, Dallas, what the Hammer. Whether you really every Hammer, or Hammer, that's that. Corner, draw dictate. The walks ago, or your flowers. Look at what look at another, and the other as Onguster, Hodavachan Ongus, Dula, Valakasta from that is paper, Yarakarway. And not at all Ongus tape the Onguster. So I think they are continuing to while you play, Corboy. Now, Derek Tapers, visually moved out. Now, this lobby, have a lot of martial lobby. Now, they're better to you.
Возвращение к истокам или сохранение своей истории. Встреча в живописном уголке Горной Ингушетии, где располагается древний замковый комплекс Эрзи, удалась. Постижение духа предков, созерцание потрясающих воображения рукотворных и природных образов. Присутствующие еще сильнее прочувствовали сопричастность к судьбе своего народа. Это отметил и один из главных организаторов встречи Висенгирей Танкиев. Сегодня для нас, для нашего рода, это знаменательный день. Для рода Пурухой. Это съезд пурухоевцев. На этом съезде мы планируем, и уже идет обсуждение о нашей роли среди войнавского ингушского народа, о роли рода Пурухой, о его месте в этом развитии Ингушетии. Здесь ведется разговор, у нас планируется, обсуждается разговор, тема о восстановлении башни, родовой башни, которая находится в Хира. Сейчас эта башня более чем наполовину разрушена. Вторая башня, там две башни были. Это вот старик из Мурзиева, он говорил об этом. Вторая башня совсем разрушена. Вот все-таки мы хотим и эту башню восстановить. Хотим, чтобы подрастающее поколение познакомилось, видело, что делается, откуда они родом, свои корни свои знали. Выбирая место для своего пристанища, наши предки не случайно остановили свое внимание в горных районах Кавказа. Именно здесь сталкиваются две части света – Европа и Азия. И именно в этих краях всегда пересекались интересы огромных держав. Величественные горы, нетронутая природа, чистый воздух, родниковая вода – все это стало решающим фактором для поселения в этих местах свободолюбивого ингушского народа, который сегодня, как и раньше, стремясь сохранить свою идентичность, устремляет взор в светлое будущее.